Большой концертный зал имени Сайдашева, красная ковровая дорожка, политическая и деловая элита республики. Послание президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету мероприятие по-своему ритуальное. Все необходимые атрибуты были соблюдены в точности. Журналисты за полчаса до начала речи президента в поисках комментариев выхватывали цепким взглядом, как им казалось, самых интересных и нужных спикеров – депутатов, министров, глав районов. Эти скромные люди проходили незамеченными и неузнанными, но именно им предстояло стать главными участниками и действующими лицами мероприятия, конечно, вместе с Рустамом Миннихановым. Сегодня в зале Герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов, участник Великой Отечественной войны Александр Михайлович Молотов и труженики тыла Камиль Хусаинович Тукаев, Ленар Альфатович Хисамеев, старший участковый уполномоченный полиции из Арского района, Петр Михайлович Иванов, ветеран пожарной службы. Дорогие друзья, попрошу их подняться. Я хочу выразить слова глубокой признательности вам, в вашем лице, татарстанцам, за самоотверженный труд и пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия. Эти семьи сегодня здесь с нами. Попрошу их тоже показаться, подняться. Рахмат сизга. Сегодня в зале молодые люди, которым мы можем по праву гордиться. Это 15-летний Флорид Садриев из Лениногорска, участник движения «Юнармия», который спас человека в пожаре, и Галимов Ратмир из Чистополя, награжденный медалью «Доблесть и отвага» за спасение 7-летней девочки, а нашему герою самому 7 лет. Я попрошу ребят подняться, поаплодируем. Отдельные слова благодарности от Рустама Минниханова прозвучали в адрес государственного советника Минтимира Шаймиева, который очень много сделал и делает для сохранения историко-культурного наследия Татарстана, возрождения его святынь, древнего Болгара и острова Града-Свияжск. А в последнее время активно занимается развитием полилингвального образования, делает все, чтобы у людей проснулся интерес к изучению родных языков, родной литературы и культуры. Минтимир Шарипулы, сіз тарихи мәдәни мирасны саклау эшендә бөтен күңелегезне бирәсез. Хезмәтегез бик мөһим һәм кирәкле. Сезгә зур рәхмәт, саулык, сәламәтлек телим. Ну, нельзя же говорить слово «республика» и при этом понимать только место на карте. Это же люди. Дорогие друзья, я тоже прошу вас подняться от всей души, хочу выразить от имени всей нашей республики. Ну, это такая обновленная форма вот этих вот советских практик. Мне кажется, ничего плохого в этом нет, потому что, ну, включите центральные каналы, да, и вы увидите, в основном показывают бомонд, относящийся там к шоу-бизнесу, как он живет, какие у них семейные дела. Трое из этих ребят здесь. Я хочу, чтобы они поднялись, мы поприветствовали их, пожелали успехов. Спасибо. Дает такой некий эмоциональный заряд, что послание именно не только это Госсовет, а послание, в общем-то, и людям. То есть здесь присутствуют люди, которые непосредственно вот решают эти проблемы. Именно этот посыл Минниханова отметили многие эксперты. Одна из любимых фраз президента Татарстана «Мы все в одной лодке» в этой связи приобретает несколько иное прочтение. В одной лодке теперь не только чиновники, политики, представители разных партий, а все жители Татарстана. А их благополучие, качество жизни – главный приоритет в политике Рустама Минниханова. Не случайно свое послание он начал именно с социальной повестки, а уже после перешел к экономике, к вопросам ее восстановления после пандемии. Это будет сложный, по-своему болезненный процесс. Рустам Минниханов не делал особого акцента на проблемных моментах, но уже ни для кого не секрет, что в федеральном правительстве сейчас рассматриваются инициативы по увеличению налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, в частности на месторождение со сверхвязкой нефтью. Это как раз тема Татнефти и Татарстана.
Нефтяники в последние годы активно вкладывались в эту сферу, строили котельные, всю необходимую инфраструктуру, развивали технологии. Сейчас встает вопрос, удастся ли сохранить с таким трудом наработанный задел. Сейчас это не просто подрыв доходной базы, бюджетов всех уровней. По сути, это утрата технологий. Я очень надеюсь, что это будет временно, что вот ситуация для того, чтобы все-таки выйти, как мы говорим, маневр этот, мы же постоянно маневрируем. Я очень надеюсь, что мы выйдем из этого маневра и дальше будем поддерживать нефтяников. Я думаю, что все-таки не будет полная отмена, а будет определенная корректировка. И, может быть, какие-то механизмы компенсации еще будут? Обязательно. В этой связи Рустам Минниханов призвал всех в своем послании быть еще усерднее, результативнее, эффективнее. Касается ли это развития крупных производств, сельского хозяйства или малого бизнеса? Президент обратил внимание на успешный опыт индустриальных парков и особых экономических зон в Татарстане, при этом отметив, муниципальные промпарки работают не всегда эффективно. Уверен, что непростые задачи потребуют усилий всех органов государственной, муниципальной власти, хозяйствующих субъектов, представителей бизнеса. Мы чувствуем такую ответственность все. Президент сказал, что мы должны не только слышать то, что хотели бы услышать, а то, что нам говорят граждане, предприниматели, как одна из движущих частей, активных частей населения Республики Татарстан. Это дает импульс такой спокойной, нормальной, но напряженной работе. Поэтому в этом отношении сила послания именно в уверенности и спокойном тоне. Это сейчас самое главное. Несмотря на трудности из-за пандемии, Татарстан, по словам Минниханова, не будет резко сокращать расходы на инвестиционные программы и проекты. Более того, именно в этот период некоторые такие проекты, особенно связанные с транспортной инфраструктурой, могут стать драйверами роста. Внимательно слушал послание теперь уже экс-министр транспорта Татарстана и новоиспеченный сенатор Ленар Сафин. Ему предстоит курировать эти проекты уже в новом качестве. Это и строительство мостового перехода через реку Каму в районе населенного пункта Соколка с обходом Нижнекамска и набережных Челнов. Это и строительство новой скоростной магистрали М12, которая пройдет на территории республики, практически рассекая ее всю. Поэтому это очень крупные проекты, причем сроки строительства очень жесткие. Главное политическое заявление Рустама Минниханова не стало для большинства присутствующих неожиданностью. О необходимости поддержки и развития родных языков, о том, что в многообразии культур, традиций и обычаев разных народов сила Татарстана, Рустам Минниханов заявлял еще в своих программных предвыборных статьях. Придавая большое значение данному вопросу и единению многонационального народа республики, следующий год в Татарстане предлагаю объявить годом родных языков и народного единства. Вся республика, все структуры властей, все общественные организации будут мобилизованы именно под эту задачу. Нам легче будет решать те задачи, которые одним сложнее было бы решать, поскольку, как президент сказал, на эту комиссию он возлагает особые надежды, так скажем, оправдать приходится. В духовном управлении у нас сейчас идет год сохранения национальных языков. То есть в этом направлении хоть что-то мы смогли наработать, мы готовы этим делиться. И я обрадовался этому объявлению, заявлению, этому желанию. И считаю, что все наши имамы нашей республики 100% поддерживают президента в этом начинании, поэтому ему желаем терпения, мудрости, а имамы республики, помощники его в этом направлении. В нашем многообразии наша сила и наше единство, в том числе и культурном, историческом, если хотите, как раз и языковом. Поэтому еще раз повторяю, объявление годом родных языков и в очень хорошем сочетании годом единства это не может быть не поддержано. Мы очень много говорили в последнее время об этом, и я думаю, что этот год будет годом реальных дел по сохранению языка. Мы, когда говорим о таких важных вещах, может быть, стоит напомнить и то, что вообще сохранение народов, сохранение самобытной культуры – важнейшая составная часть демократизации. Сейчас наша задача правительства
Дома дружбы народов, Ассамблея народов Татарстана, Всемирного конгресса татар в ближайшее время уже практически подготовить проект плана. И через Ассамблею народов Татарстана, через Дома дружбы народов дойти до каждого человека. И опять это не только праздники наши национальные, это все-таки наша история. Наша история, взглянуть в историю, посмотреть на сегодняшний день и работать на перспективу, на опережение. Мы видим и все вместе радуемся новым успешным проектам, как Адамнар, да, мультилингвальным школам. Мультилингвальные детские сады уже заработали. И я думаю, что в ближайшие как раз 3-4 года мы уже увидим результаты билингвальных детей, мультилингвальных детей, которые уже пойдут гармонично в мультилингвальные школы. Поэтому тема развития языков, тема развития детей, да, образования, я думаю, она будет только развиваться. Татарстан – это республика возможностей, территория, где каждый сможет воплотить свои идеи в жизнь. Главное, что мы вместе, а значит, у нас все получится. Без берега, безден кыш, бердамлекта. Бик зор рахмат сизге. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней.